Богатейшее наследие Республики Абхазия потрясает многих представителей археологических экспедиций, особенно древние памятники. Благоприятный климат на протяжении веков способствует сохранности древних сооружений, но в последнее время наблюдается увеличение роста незаконного поиска и изъятия археологических предметов из мест залегания. Всему виной так называемые черные археологи. Именно их деятельность ведет к безвозвратной потере исторических источников. Этим вопросом надо более предметно нам всем позаниматься, но прежде чем начать это, нужно, на мой взгляд, общую концепцию проработать, нам правовую среду, чтобы у нас не было потом нигде ошибок, которые мы потом не сможем исправить. Вот именно поэтому мы сегодня собрались. Охотники за историческими ценностями приезжают в Абхазию с дорогим оборудованием, которое позволяет в слоях земли находить изделия из серебра и золота. Так называемые черные копатели осведомлены о местах, где можно найти исторические ценности. Знают, где копать. И причем они огораживают себя вот строительной лентой и пишут, здесь идут минерные, да, или как их называют, работы. И никого туда не пускают. Причем их охраняют. Причем охраняют не сочинские и зарубежные, а наши их охраняют. А там работают. Обратите внимание еще раз на район Цабала. Это уникальное место, на территории которого и вокруг которого располагаются памятники с древнейшего времени до 19 века. И вот в 2024 году в очередной раз мы с ребятами из охраны памятников, своими силами, насколько это возможно, поехали туда и обнаружили в районе полигона, где наш располагается, военный полигон, огромное количество раскопов. Вот если кто-то там был, они знают, это гектарами огромные поля. И все эти поля, вот насколько глаза хватает, они все изрыты. В селе Чмарда в Гагарском районе черные археологи за последние 12 лет раскопали около 300 могил. В 2013 году на одном из заграничных аукционов появился уникальный серебряный ритон 6 века, который был оценен в 300 тысяч евро. Это праздничный винный кубок, сделанный в виде головы быка. Незаконная деятельность коснулась памятников цибельдинской культуры. И таких случаев немало. Предметы историко-культурного наследия исчезают бесследно. Ценности абхазского наследия то и дело всплывают на различных аукционах, а музеи ссылаются на то, что они приобретены у частных лиц, имена которых не называются. Так, на просторах интернета появилась информация о продаже сасанидской серебряной чаши, найденной на территории Абхазии. В общем, проблема масштабна и требует серьезного правового регулирования и ужесточения мер наказания за незаконные раскопки, отметили участники совещания. Месяц тому назад поступил анонимный звонок и говорят, вот мы в Куланрах нашли золотые предметы. Вы нам даете 4 миллиона? Да. Либо мы продадим. Я говорю, как вы продадите? А мы найдем способ. Я связалась с директором музея, говорю, Аркадий Иванович, он говорит, Динара Гудимовна, где мы с вами найдем 4 миллиона? Как они вывозят? Они находят каналы, как их вывозить. В 2016 и 2017 годах в отдел дознания Министерства внутренних дел Республики Абхазия поступили 2 материала доследственных проверок, касающихся фактов незаконных и археологических раскопок на объектах, включенных в государственный список историко-культурного наследия Республики Абхазия. Это в 2016 году в районе села Чмарда Гагарского района и в 2017 году на территории крепостного комплекса в селе Цабал Гулибского района. В обоих случаях оперативным службами были задержаны лица, изъяты артефакты и оборудование. Однако привлечь к уголовной ответственности мы их не смогли в связи с отсутствием данного законодательства. Они были в итоге отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления и освобождены. Иных материалов, подтверждающих или опровергающих изложенные факты, распоряжения органов дознания не поступало. В Уголовном кодексе Российской Федерации с 5, то есть ужесточение, то есть с 5 до 6 лет лишения свободы, с 500 тысяч до 7 миллионов рублей штраф. Это в том же законе в этом написано. Вот.
Это тот момент, когда, дорогие коллеги, много вопросов о синхронизации с законами Абхазии, с российскими. Это тот случай, который поддерживает полностью синхронизацию. Надо на самом деле правовую основу создавать. Безнаказанность порождает абсолютно вседозволенность. Каждый из участников совещания предложил различные пути выхода из сложившейся ситуации в области сохранения историко-культурного наследия. Правовые акты, инициатива должна быть от людей, которые заняты этой тематикой. И тогда можно будет уже понимать, что мы проработали вопрос все вместе, основу дали специалисты. Мы не можем сейчас, откровенно говоря, давайте объективно говорить, там, настоящее смотреть. Мы не можем сейчас взять и написать методические указания, там какие-то рекомендации, инструкцию о порядке применения, там, значит, проведения работ. Мы можем что-то пропустить, не так, разве, коллеги? Вот если без вас мы это сделаем. Так же? Нет, мы не говорим всю минуту, но надо идти. Этим надо вместе заниматься, но начало должно приходить. Сейчас я не перекладываю ни на кого ответственность, я просто говорю по теме прикладной. Вот столько здесь предложений было сказано, в том числе и как раз-таки по финансовому обеспечению этой деятельности. Это тоже очень важно. Вести ответственность ровно как поиски изъятия, перевозки, избытка археологических коллекций. В таком случае, как вот интернет кишит, кстати говоря, Динара Гудиевна, да, мы говорили, и в Министерство культуры звонят, предлагают купить, и они не стесняются, и за это ответственности, к сожалению, нет. То их можно будет легко привлечь в таком случае к ответственности. Мы внимательно изучили соответствующий законопроект о внесении изменений в статью 20, в главу 25 Уголовного кодекса в виде новой статьи 241 прим., которая будет предусматривать уголовную ответственность за данный вид правонарушений. Мы обсудили этот вопрос коллегиально, в первую очередь с нашими коллегами из Следственного управления, потому что основным правоприменителем уголовного закона являются следственные органы. Ну и в дальнейшем, конечно, уже суд. Мы внимательно изучили. У нас нет претензий к этому законопроекту, нет никаких дополнений, так как и мотивировочная часть, и санкционное наказание, которое предусматривает, диспозиция самой статьи, которая разделяет наказание в виде 3 частей, все является с юридической точки зрения абсолютно правильным. По итогам встречи решено аппарату Кабмина согласовать в течение 3 рабочих дней с МВД и Академией наук Абхазии проект закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Республики для дальнейшего представления президенту страны. В связи с отсутствием условий, а точнее помещений для хранения археологических предметов и правовой базы, регламентирующей изучение найденных археологических предметов, начальнику Госуправления историко-культурного наследия совместно с археологической комиссией Академии наук Абхазии внести предложение по вопросам сохранения ценных исторических объектов. Далее представить проект закона, предусматривающий ответственность в сфере охраны историко-культурного наследия. Гугу Савардани, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.